Доброе утро, Якутия! Начинаем новую рабочую неделю. Понедельник. Пора просыпаться. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Ну и сегодня по традиции мы с вами, конечно же, познакомимся с нашими гостями, которые будут в этой студии, и расскажем много-много интересного. Ну, у нас много интересного. Это зарядка, во-первых, потому что как понедельник без зарядки можно начинать. Расскажем о том, какие сегодня важные даты и события, что предсказывают звезды нам на эту неделю, может быть, что-то интересное и хорошее. Также, конечно, обязательно поделимся советами в финансовой грамотности, юридическими. Все это и еще больше в нашем телеграм-канале. Не забывайте подписываться, и тогда вы будете 24 часа вместе с нами и, конечно, с хорошими новостями. Ну а в Якутске аномально тепло. Ноябрь 2024 года вошел в тройку самых теплых за последние 30 лет. В течение ноября мы неоднократно обсуждали аномально теплую погоду, которую отмечали не только региональные синоптики, но и ведущие специалисты страны. Что касается начала декабря, то первая декада сохранит теплую погоду на большей части Якутии. Это связано с поступлением воздушных масс Атлантического океана и Приморья. Всех нас беспокоит изменение климата в зоне вечной мерзлоты. Превышение привычного температурного режима в Якутии даже на полградуса может привести к глобальным изменениям в окружающей среде. Однако не стоит паниковать. Во второй декаде декабря в регион придет антициклон, который вернет в Якутию привычный холод. Ну а теперь новости из мира моды. Главным цветом предстоящего 2025 года объявлен шоколадно-коричневый Мокка-мусс. Международный исследовательский институт цвета Pantone объявил оттенок Мокка-мусс главным цветом 2025 года. Сотрудники института считают, что такой оттенок символизирует поиск гармонии и равновесия. А поскольку люди сейчас больше внимания уделяют впечатлениям, комфорту и хорошему самочувствию, такой воздушно-муссовый оттенок идеально подходит для цвета 2025 года. Цвет также выбрали как развитие оттенка предыдущего года – персикового. Ну а сейчас давайте поговорим о белоснежном... Мокка-мусс, я думала. Нет, не Мокка-мусс, а о цвете зимы, о белом цвете, конечно же, о снеге, и узнаем, какая погода за окном. Ну, радуем вас, сильные аномалии пока не предвидится, прям глобально. В центральных районах минус 32, минус 36, в заречной группе 30-40 градусов холода, в южных 20-28 ниже 0, в Вилюйской группе 24-33 со знаком минус, в Нижнеленских 31-33 градуса холода, в западных минус 18, минус 25, в Колымо-Индигирской группе улусов 24-34 градуса ниже 0, в Янских минус 20, минус 33, на северо-западе 26-38 градусов холода. В столице сегодня с утра минус 30, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем небольшой снег, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура минус 27, минус 29 градусов. Ну, на самом деле тепло. Да, но, конечно, хотелось бы, чтобы тепло было подольше, но с другой стороны, да. Нет, ну лучше, чтобы все было в равновесии. Знаешь, вспоминается год, когда 31 числа была вот примерно такая температура, и удалось вот прям без тумана, без холода посетить все елки, посмотреть, как они украшены. Тоже хорошее было, был такой момент. Да, понятно, что это отклонение, но было интересно. Ну, в целом, друзья, конечно, погода нас пока радует, но, тем не менее, я думаю, впереди зима тоже возьмет свое. Ну, а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро! Расскажем актуальные новости к этому часу. Минск объявил причину размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии. Замначальника белорусского генштаба Сергей Лагодюк прокомментировал решение разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси. По словам военного, такой шаг стал ответом на действия США и Германии, связанные с размещением ракет средней дальности в Европе. В официальном сообщении с таким предложением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент России эту инициативу поддержал и пояснил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине следующего года. Новейшие системы, как «Орешник», они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются по двум причинам. Во-первых, это, в отличие от оружия массового уничтожения, это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям и добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности. Первое. А второе, в случае группового применения одного, двух, трех комплексов, по силе удара оно является таким же, как ядерное.
но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет. Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре. Пенсии будут проиндексированы на 7,3%, учитывая то, что январские праздники продолжительные. Соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде. Автосамосвал на карьере Зорница теперь выполняют производственные операции на 100 минут больше, чем год назад. В смену они, находясь в работе 10 из 12 часов. Достичь таких показателей помогла диспетчеризация карьера. В центре управления операциями с точностью до секунды отслеживают любые перемещения техники и ее остановки. За год оборудовали и подключили к системе 4 десятка горных машин. Все данные о работе теперь собираются на серверах. Анализ информации позволяет находить и использовать скрытые резервы. В Якутске завершился съезд ЭВНов России. В мероприятии приняли участие представители коренного народа из Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского и Хабаровского краев, Чукотского автономного округа. В рамках съезда были проведены мастер-классы, круглые столы, пленарные заседания, а также был показан спектакль «Хума». Все мероприятия были направлены на разработку мер по сохранению уникального культурного наследия эвенского народа. Но я всегда говорю, что для эвенов основная традиционная деятельность – это оленеводство. Недаром говорят, оленя не будет эвена. Вот. А если не будет эвена, мы не сохраним язык и традиции наших предков. Поэтому мы подошли, все делегаты серьезно обсуждали, были предложены ряд предложений внесения в резолюцию. Участники съезда подняли вопрос об устойчивом развитии традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, состоялась дискуссия о современном состоянии и актуальных проблемах языка и литературы эвенов. Все решения отражены в резолюции, которая была принята делегатами съезда. Кроме этого, были избраны руководящие органы Ассоциации эвенского народа. Президентом ассоциации единогласно избран Слепцов Анатолий Николаевич, который представляет Республику Саха-Якутия, является заведующим кафедрой арктического права Северо-Восточного федерального университета. Избран новый состав правления. В это правление вошли представители всех субъектов Российской Федерации, где проживают эвены. День Героев Отечества – это памятная дата в России, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Он знаменует подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине. Сегодня у нас в гостях командир 2-й роты батальона полиции Якутского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, майор полиции Михаил Мясников. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Поздравляю вас с праздником. Присоединяюсь к поздравлениям и всех ваших коллег. Расскажите историю праздника, пожалуйста. В нашей стране День Героев Отечества отмечается 9 декабря. Он берет свое начало со времен Российской империи, где в 1769 году Екатерина Великая, учредила высшую воинскую награду орден Святого Георгия Победоносца, который вручали воинам за смелость, проявившую смелость и отвагу на поле боя. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году был учрежден орден славы, ставшим преемником и аналогом Георгиевского ордена. А в 2007 году, 9 декабря, получил официальный статус памятной даты День Героев Отечества. День Героев Отечества – это не только дань памяти и уважения великим предкам, но и напоминание нам о подвигах, совершить самоотверженности, патриотизме людей, которые отдали свою жизнь в защите Родины.
Вот если коснуться профессии, да, росгвардейца, это вот какие есть особенности? Вот в целом профессия подразумевает мужество, вот, отвагу и смелость. Можете рассказать об этом? Ну, Насколько вообще да. тяжело каждый день проявлять мужество, отвагу и смелость? ну, профессия сотрудников Росгвардии требует от кандидатов мужества, смелости при выполнении служебно-боевых задач. Служба Росгвардии, сотрудники из Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка, да, борьба с преступностью, ну и безопасность, обеспечение безопасности граждан. И все те качества, которые мужество, смелость, отвага, они проявляются при выполнении этих задержаний и обезвреживания преступников, охраны общественного порядка, ну и так далее. Спасибо. Ну, сложно, наверное, как рассматривать вообще как оценить вот такое мужество от кандидата? Как вообще попасть к вам на службу? Ну, к нам на службу попасть не так сложно. Главное, чтобы от кандидата, главное, среднее общее образование, 11 классов, да, не иметь судимости в обязательном порядке, ну и годность по состоянию здоровья, ну и физическая подготовленность, так как у нас во время несения службы, ну, при поступлении проверяем здоровье, в первую очередь, проходит комиссию врачебную, далее уже проверяется физическая подготовленность, нормативы сдают, ну и далее уже идет, принимаем на службу службе уже идет испытательный срок, даем, и во время этого мы изучаем его уже навыкам задержания, тактики действий при определенных ситуациях. Мгм. Ну вот среди мужественных сотрудников якутского отдела вневедомственной охраны есть герои, которые отдали жизнь. Среди них Назим Сафаров, который трагически погиб во время исполнения своего долга. Расскажите историю его геройского поступка. Ну, в истории якутской милиции немало героических подвигов. Ну и одним из них является старшина милиции Сафаров Назим Садых Аглы. Кратко о его подвиге. Да, в 1999 году в городе объявилась вооруженная банда, которая совершила ряд убийств и разбойных нападений. 3 января автопатруль в составе уже Сафарова заметили по ориентировке автомашину схожую. И при проверке документов, при проверке, в целях проверки Сафаров подошел к машине, и преступники сразу открыли огонь на поражение, в ходе которой старшина милиции Сафаров получил смертельное ранение. Данная банда 4 января при задержании преступной банды погиб еще один сотрудник. И вот как-то... Ну, это пример, когда не Да. жалея себя в целях обеспечения безопасности граждан, получается. Ну, такие действительно... Да, совершили подвиг. Ну и в целом, действительно, в эту памятную дату, в День Героев Отечества, у вас есть возможность обратиться к вашим коллегам. Пожалуйста. Ну, я в этот день поздравляю своих коллег, сотрудников, которые вместе выполняем боевые задачи, чтобы главное здоровье, благосостояние семьи, ну и работать, не покладая, самоотверженно, мужественно выполнять служебно-боевые задачи. Мы вас тоже поздравляем в лице Спасибо. вас, всех ваших сослуживцев. Желаем, конечно, чтобы несение службы было безопасным и для вас в том числе, чтобы везде было спокойно и в предпраздничные, праздничные, особенно такие жаркие период, когда требуется ваша помощь для обеспечения безопасности. Никто не пострадал ни из граждан, ни тем более из вас тоже. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, ну а мы продолжаем. И, Вероника, хочешь, давай сейчас проверим, насколько ты проснулась?
Интересно, как? Давай. Ну, я хочу тебе загадать небольшую загадку. Вот есть маленькая, серая, по полу бегает, а на столе живет сестрица, что кошек вовсе не боится. Как думаешь, что это? Ну, вот первоначально я хотела сказать мышь, но, видимо, надо добавить компьютерную мышь. Компьютерная мышь. Ну, все-таки сегодня понедельник, а на самом деле это наша помощница сегодня празднует свой день рождения. В 1968 году изобретатель из Стэнфорда продемонстрировал деревянный куб на колесиках. Именно так выглядела компьютерная мышь. Многие модели, которые сейчас кажутся футуристическими агрегатами или даже кораблями пришельцев. Не, представляешь, у тебя была бы деревянная на колесиках? Да, ну хорошо, что... Я бы посмотрела на Да, эту хорошо, модель. что даже прогресс не попользовалась. стоит на месте. Ну, а прямо сейчас узнаем, чем еще богат день сегодняшний, какие знаменательные даты и события. На календаре 9 декабря – День Героев Отечества в России, День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. По народному календарю Егорий Зимний, Юрий Холодный. На Руси Юрьев день имел большое значение, поскольку в этот день крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец этому обычаю положил Борис Годунов, но память о нем осталась. Например, выражение сожаления о потерянной свободе «Вот тебе, бабушка» и «Юрьев день». В этот день было принято, выезжая куда-либо по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. Этот день в истории. 1884. В США запатентована усовершенствованная версия роликовых коньков. 1968. День рождения компьютерной мыши. 1989. Возобновлено издание газеты «Коммерсант». 2003. Впервые отмечен Международный день борьбы с коррупцией. В этот день родились Джон Мильтон, английский поэт, мыслитель. Петр Кропоткин, русский анархист, географ, историк. Ханнес Коллихмайнен, финский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион. Александр Иванов, советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий. Михаил Петровский, советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик. Именины сегодня отмечают Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан и Яков. Речь – это такой же ресурс, как и хорошая память. С хорошей речью вы сможете сделать в своей жизни гораздо больше, чем без нее. Ведь успех – это произведение интересных мыслей на умение их донести. И прямо сейчас мы узнаем у профессионала о том, как сделать так, чтобы эти мысли звучали красиво. Узнаем у профессионала своего дела, голоса Первого канала, в следующем сюжете. Я считаю, что голос – это как кисть художника, которая рисует в сознании, в воображении слушающего картину. Я хочу, чтобы все умели это делать. Сергей Вострецов, федеральный диктор, бренд Voice телеканала Муз-ТВ. Вы могли слышать его в сериалах и фильмах на Первом, в передачах по НТВ, СТС и РЕН-ТВ. Не пропустите новый выпуск. Сегодня на Первом канале. Сергей звучит на радио и даже в компьютерных играх. И вот его топовые упражнения для голоса. Мы себя слышим внутри. Отражение нашего голоса не через стены, а через наши внутренние кости, через наш череп, через наши пустоты, лобные доли, вот эти лобные пустоты, гаймовры пазухи. От всего этого отражается звук, мы слышим его внутри себя. Как утро начнешь, так и день проведешь, гласит народная примета. А чтобы он прошел гладко, важно, чтобы голос звучал сладко. Тот, кто любит петь, спойте, громко пропойте. Разминаются сразу связки, прогреваются. А если вы сторонник тишины и покоя, то вам подойдет мычание. Да-да, долгое и протяжное. Как будто медитируете или что-то замышляете. Такое мычание, да. Мы сразу включаем и грудной регистр, разминаем связки.
Еще один способ быстро пробудить ваш голос – активный шепот. Возьмите любой текст, энергично его прочитайте, при этом добавьте ярко выраженную артикуляцию. И вуаля, вы и ваш голос проснулись. Когда мы начинаем говорить полушепотом, мы начинаем дышать автоматически диафрагмой, сокращаются связки голосовые и работает артикуляционный аппарат. И напоследок топ-фраза от эксперта, чтобы и себя разбудить, и любимого. Доброе утро, просыпайся. Да, нужно прямо так, активно напугать его. Просыпайся, я сказала. Да, это точно. Сработает на 100%. Он сразу проснется, ему даже разминки не надо будет. Эти упражнения не внесут в ваш распорядок дня никаких существенных изменений, а вот настроение и бодрости только прибавят. Помните, сила голоса – это сила человека. И чем раньше вы настроите голос, тем больше пользы он вам принесет. Если через 5 минут вы не уедете, я вызову полицию. Время пошло. Айсана Парнашова, Виктор Олесов, Москва. Знаешь, возникает желание повторить фразы. Там, если через 5 минут вы не уедете, я вызову полицию. Но почему нет? По-моему, у меня получается. Слушай, ну вообще вот интересно, как восприятие идет, да, вот человек в обыденной жизни мы разговариваем, например, да, но когда вот смотрим фильмы, если там будет переводчик, да, тоже, актер дубляжа, да, будет говорить обычным голосом, фильм вообще по-другому будет восприниматься. И в обратную сторону работает, то есть когда, например, дикторы, ну, допустим, как сказать, актеры дубляжа в повседневной жизни используют свой голос, то это тоже так звучит очень странно. Не, самое странное было, когда пришлось озвучивать то ли сюжет, то ли рекламу, а озвучила, все вышло и автоматически не переключилось. Ну, то есть есть голос для эфира, есть голос для сюжета, есть голос еще для чего-то, и для дома там разговариваю. Вот не переключилась, и также взяла трубку, начинаю, мне говорят: извините, это автоответчик? Я такая: да, извините. И вот эта стандартная фраза, когда ты набираешься воздух, начинаешь говорить по телефону, говорит: здравствуйте, извините, пожалуйста, я вас отвлекаю, я бы хотела уточнить вот это. Первые несколько секунд человек молчит, он так задумывается. Потом спрашивают: а кто вы? То есть до такой степени люди привыкли, что таким голосом разговаривают вот, обзвон банков и тому подобное, таким поставленной речью с уважением, что в первый момент они считают, что им позвонили вот с предложением какой-то кредитной линии. Не дай бог звонят еще мошенники, да? Да. Вот, ну, о мошенниках мы тоже сегодня поговорим, друзья. Но голос — это как в целом и, ну, если, допустим, мы работаем там в основном голосом, то нам тоже нужна какая-то гимнастика. Но каждому человеку, который просыпается утром, нужна и утренняя зарядка. Ну, вообще декабрь вот самый, да, можно сказать, сказочный месяц. И каждый день можно делать мелочи, которые будут дарить улыбку родным и окружающим без особого повода. Ведь все это можно приурочить к приближению самой волшебной ночи в году. Ну и прямо сейчас мы спешим с вами поделиться хорошим настроением и подарить вам улыбки детей в уже таких предновогодних нарядах. Пусть капелька новогоднего чуда вас сегодня взбодрит. Ну и голос мы уже потренировали, теперь пора потренировать тело. Сегодня мы вам представляем свою танцевальную разминку. Дети готовы? Да! Прыгаем в левую сторону. Раз прыжок, два, шаг, на месте. Раз прыжок, два, шаг, на месте. Ковырялочку делаем с левой ножки. Носок, пятка. Раз, два, три на месте. Носок, пятка. Раз, два, три на месте. Правый локоть вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгаем вокруг себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На месте. Заново. Влево. Раз, два, шаг. На месте. Раз, два, шаг. На месте. Ковырялочка. Раз, два, три. Раз, два, три. Хлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. На месте. И попробуем то же самое. Раз, два, три. Прыгаем. Раз, два, три. На месте. Раз, два,
три, на месте. Раз, два, топ, топ, топ. Раз, два, топ, топ, топ. Локоть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вокруг себя. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заново. Раз, два, три. На месте. Раз, два, три. На месте. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хлоп, 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 хлоп. Вокруг себя. 5, 6, 7. С Новым годом! Ура! Но дети — это цветы жизни. Каждому из нас хотя бы недолго, но удалось вернуться в детство, и прямо сейчас нам это прям удалось. Нас уже даже поздравили с наступающим Новым годом. Да, ну вообще самое ценное — это то, как дети воспринимают окружающий мир, а наша рубрика «Устами детей» поможет нам в этом. Ты где живешь? Это секрет. Правильно, чужим людям нельзя договорить. Угу. А в каком городе ты живешь? В Якутске. А ты знаешь каких-нибудь известных личностей якутских? Вообще нет? Нет. А если подумать? Инструменты некоторые знаю. Инструменты якутские знаешь? Ага, ну-ка скажи-ка, какие подавай. Вот. Хомус. Хомус, ага, еще. Балалайка. Балалайка, хорошо. Это точно якутская? Угу. А каких известных личностей ты знаешь города Якутска, республики, например, нашей? Я знаю свою маму. Маму знаешь. Маму как зовут? Яна. Яна. Угу. Мама — это известная личность. Потому что моя мама работает с президентом. Мама твоя работает с президентом? Путиным Владимиром Владимировичем? Да. Да? Угу. А президента знаешь нашего? Да. Как зовут его? Владимир Владимирович Путин. Хорошо. У меня отчество Владимирович. Но фамилия не Путин. Угу. И имя не Владимир. Угу. Да. Я была у нее на работе, только никогда не видела его. Не видела? А ты знаешь, как он выглядит? Как? Я тебя спрашиваю, как он выглядит? Не знаю. Президент, ты знаешь, главу нашего города, республики, точнее, знаешь? Ага. Как зовут его? Ну, Айсен вот этот. Айсен зовут. Он друг твой? Нет. Нет. А почему просто Айсен? Ну, Айсен Михайлович, отчество я забыл. Михайлович — это фамилия. Ага. Какие замечательные детки, такие веселые, интересные, и на такие серьезные вопросы очень смело отвечают. Да. Но вообще мы в продолжении нашей программы хотелось бы отметить, что в русском языке существует огромное количество нюансов. Вот, например, иностранцам очень сложно дается изучение русского языка. Да что там иностранцам, порой мы сами путаемся и да, неправильно напишем «жиши». Ну вот, так от детей перешли сразу к иностранцам и к изучению языка. Но вообще здорово, что можно послушать. У нас для всех возрастов есть свои рубрики, и прямо сейчас, без исключения для любого возраста, у нас замечательная рубрика «Говорим правильно». Вот поправим знание русского языка. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами поговорим об очень похожих словах. Можно сказать, что это даже словесные близнецы. Это слово «воскресенье» с мягким знаком и «воскресенье» с буквой «и». В чем же различие этих слов? Дело в том, что если мы имеем в виду день недели, то мы с вами должны говорить «воскресенье» с мягким знаком. А вот если мы с вами имеем в виду «восстать из мертвых», то тогда мы с вами должны употребить отглагольное существительное «воскресенье». Это слово образовано от глагола «воскресить» или «воскреснуть». Поэтому у христиан есть еще и два других праздника. Это прощенное воскресенье и вербное воскресенье. Эти праздники бывают только в воскресенье, то есть не во вторник и не в пятницу, именно в воскресенье.
Поэтому и в их названии встречается слово, которое называют «день недели» и пишется с мягким знаком. Кроме того, еще нам известен такой роман нашего великого писателя Льва Николаевича Толстого, который называется «Воскресенье». Но, как вы понимаете, речь в нем идет не о дне недели, а о том, как человек воскрес. И пишется название этого романа с буквой «И» – «Воскресенье». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Мы продолжаем делиться важной и полезной информацией. Итак, жертвами мошенников ежедневно становится большое количество наших сограждан. Вроде бы правила просты: не доверять незнакомым номерам и людям, не сообщать никакой личной информации и не передавать коды из СМС-сообщений. Но все равно ежедневно граждане будто под гипнозом передают огромные денежные средства мошенникам. Ну и важную роль тут играют внимательные люди или близкие родственники. Они могут вовремя заметить необычное поведение пожилых людей и предотвратить надвигающуюся беду. А чего же вы начали бояться, то, что вы снимаете эти деньги? Они же все равно не ваши. Как говорили вы, я сняла. Вы 300 тысяч снимали? Угу. Но смотрите, нам же нужно еще их внести. Вы отправились домой, получается, с деньгами государства. Угу. Нам нужно сделать так, чтобы вас еще не обвинили в краже. В краже. Женщина, едва не ставшая жертвой дистанционных мошенников, продолжает с ними общение уже под наблюдением полицейских. Схема банальна. Сначала ей написал якобы руководитель организации и предупредил о том, что на нее выйдет сотрудник безопасности. А дальше все по классике. Звонок от лжесотрудника ФСБ и запугивание. Так жертвам сложнее выпутаться из этого клубка без посторонней помощи. Я вот очень хочу благодарить главную человека, что она остановила звонок и звонила в полицию. Женщина ожидала возле банкомата указаний, когда ее заметила супружеская пара. Миргустан и Екатерина Старостины услышали подозрительный разговор и немедленно отреагировали. Они уговорили ее прервать звонок и привезли его в УБК. Еще один попавшийся на эту же уловку пожилой мужчина. Он уже готов был сдать машину под залог. Ведь ему позвонили, как он думал, из правоохранительных органов. Поверил, потому что сотрудник ФСБ в форме был по видеозвонку, в кабинете сидел, сказал, что сейчас будет мне звонить сотрудник, специалист Росмониторинга, и он тоже позвонил. Как будто гипнотизирует человека. Я удивился, как это так, подать заново заявку, чтобы снять другую заявку. Но все равно повелся, поехал в банк. Человек, чтобы не подумал, как бы торопят они день, чтобы это все сделать. К счастью, дочь вовремя заметила подозрительное поведение отца и обратилась в службу безопасности банка. Те, в свою очередь, позвонили в УБК. В нужный момент я бы сказала, что я до него достучалась. И спасибо большое мотиву полиции. А если бы вас бы не было, мне кажется, папа бы до конца бы не поверил, что это были мошенники. Как правило, мошенники направляют своих жертв в самые популярные торговые центры, которые они смогли найти через интернет. Если рядом с банкоматом вы видите ростовую фигуру полицейского, это означает, что здесь было зафиксировано наибольшее число жертв. Мы не устаем вам повторять, не совершайте никакие манипуляции с деньгами под чьим-либо руководством по телефону. Но сейчас мы перейдем к следующим полезным советам. В этот раз наш юрист расскажет, что делать водителям во время остановки по требованию. Здравствуйте. Рядовым случаем для автолюбителей является остановка по требованию инспектора ГИБДД. Что делать в таких ситуациях и как себя вести? Во-первых, ни в коем случае нельзя игнорировать это требование. Однако прекращать движение в неположенном месте тоже нельзя. Поэтому остановиться нужно там, где это разрешено правилами дорожного движения. После остановки автомобиля инспектор обязан представиться, предъявить служебное удостоверение и озвучить причину остановки. По требованию сотрудника водитель обязан предъявить ему свои документы, а именно удостоверение водителя, свидетельство о регистрации машины и сведения о страховании гражданской ответственности. Причин, когда сотрудники ДПС могут остановить машину,
Существует много, но самыми распространенными считаются проверка документов или проведение рейдов. Можно встретить много утверждений, что сотрудники ДПС не имеют права останавливать машину только для того, чтобы проверить документ. Однако, согласно регламенту, остановка автомобиля может производиться для подтверждения наличия прав у водителя, страховки или других обязательных документов. Наличие или отсутствие какого-либо нарушения не является основополагающим фактором в этом случае. В случае, если же все-таки вы совершили административное правонарушение, инспектор будет обязан отреагировать и составить соответствующий протокол. Кстати говоря, при составлении протокола водитель имеет право вести видеосъемку. В законе отсутствует пункт, который запрещает проводить видеосъемку действий инспектора. Однако многие сотрудники начинают доказывать, что съемка их действий запрещена. Но так как запрета на съемку в законодательных актах нет, то это означает, что снимать можно. В дальнейшем запись может быть использована как доказательство, например, для подтверждения неправомерности действий. При составлении протокола вы также вправе не согласиться с вменяемым вам правонарушением и указать в нем свои возражения. Сам процессуальный документ вы можете обжаловать в ГИБДД или в суд в течение 10 дней с момента составления протокола. В жалобе необходимо будет указать свои личные данные, дату, время и фактические обстоятельства составления протокола, а также указать причины, по которым вы не согласны с протоколом, и сослаться на нарушенные нормы права. Споры об их оспаривании достаточно частое явление в юридической практике. Итоги обжалования таких документов зависят в основном от правильно поданной жалобы и соблюдения процессуальных сроков. На этом у меня все. До свидания. Нет, полезные советы – это здорово. Но хочется же под Новый год верить в что-то такое сказочное, мистическое. Вот ты помнишь традицию? Там, берем бумажку, пишем желание, сжигаем и это все съедаем. В первые секунды Нового года кушаем пепел? Ты про это говоришь? Да. Я думаю, многие наши телезрители тоже так делают в новогоднюю Но ты ночь. веришь? Ну, слушай, здесь, наверное, такой двоякий. То есть, во-первых, это вера в новогоднее такое вот время, да, волшебное. Во-вторых, ты как бы сам себя уже конкретно там же цели пишешь. То есть уже как-то тоже все равно вкладываешь в свое мироощущение, мировоззрение, как это называют, визуализация, да, грубо говоря. Вот, поэтому я думаю, что в целом... Какие слова-то знает. Вот это да. В целом неплохой такой... Я чувствую, если заглянуть за ширму там, дома где-нибудь, отодвинуть штору, там карта желаний Руслана Ачирова на ближайший год. Но на самом деле верить в хорошее нужно обязательно, и мы не раз повторяем, что гороскоп — это прекрасно, это предсказание на вашу неделю, но жизнь создаете вы, и верить нужно только в хорошие предсказания. Овен. Настроение становится более мирным, ожидается много бытовых разговоров и забот, связанных с закупкой, готовкой и продажами. Хорошо пойдет небольшой бизнес в этой сфере, вроде семейного дела. Если у вас есть идеи на этот счет, попробуйте их реализовать. Может, вы даже захотите оказать кому-то помощь. Телец. Возможны разногласия с партнерами. Камнем преткновения могут стать предстоящие праздники и связанные с ними траты. Скорее всего, любимые будут склонны к диванному времяпрепровождению, а вы настроены их тормошить и предлагать варианты поинтереснее. Близнецы. Эта неделя будет не самым удачным временем. Трудности могут озадачить и заставят поволноваться. Иногда может показаться, что ситуация неразрешима. Однако, если оценивать ситуацию реально и подходить к делу со всей ответственностью, то в итоге все сложится благополучно. В личной жизни на этой неделе вы ощутите гармонию и радость. Некоторых близнецов ожидает страстное свидание. Рак. Внешне все останется как прежде, без изменений. Но внутренне вы успокоитесь и примете ситуацию. А это значит, что перестанете видеть мир в черно-белых красках, и все наладится. Не будете придираться к несовершенству других, сконцентрируйтесь на себе и своей жизни. И поверьте, здесь есть чем заняться. Лев. Наступает активное творческое время. Нужно быть мобильными и энергичными, так как со следующей недели все пойдет на спад. Если подсуетиться, то можно удачно оказаться в нужное время в нужном месте, получить приз, бонус, поучаствовать в конкурсе, акции и тому подобном, и себя показать, и связи наладить.
Дева. Вы полны решимости во что бы то ни стало идти к своим целям и стать независимыми. И немедленно начнете работать в этом направлении. Творческий накал достигает высшего пика. Вы можете много и плодотворно писать, шить и еще как-то креативить. И ваше самовыражение идет вам на благо. Весы. Идеальное время для встреч, презентаций, конференций и прочего в том же духе. В общении с публикой вы остры на язык и оставите о себе яркое впечатление. И не стоит тянуть с покупкой подарков близким. Сейчас нужные и удачные приобретения сами буквально идут к вам в руки, и вы не прогадаете. Скорпион. Вам представятся шансы улучшить материальное положение, но для этого нужно приложить усилия и хорошенько потрудиться. Это не манна небесная, а честно заработанная своим трудом. Но только от вас зависит размер вознаграждения, а результат может приятно удивить. Стрелец. К сожалению, ваш размах будет трудно сдерживать. Можно невольно наломать дров и нетерпимыми высказываниями нарушить устоявшиеся связи. Чтобы сохранить мир, будьте внимательны к родителям и дорогим людям. И помните, что улыбка, деликатность и ласковое слово способны возыметь лучший эффект. Козерог. Вы проживете душевную и спокойную неделю. Даже при изобилии контактов и встреч ничто не способно вывести вас из равновесия. Со всеми разберетесь, договоренности выполните и везде успеете. Еще и задел на будущее сделаете. Могут поступить некие предложения о новом сотрудничестве. Они весьма перспективны в дальнейшем. Водолей. Вы становитесь скрытными и малообщительными, склонными к уединению и мечтаниям. Это не особо вам свойственно. Чувства могут затмевать разум, и новое для вас состояние немного ввергнет в растерянность. Встречи и разговоры, если и будут, то окруженные ореолом таинственности и загадочности. Рыбы. Для рыб наконец-то наступят спокойствие и стабильность. Начальство как-то выделит вас и даже может поставить другим в пример. Близкие люди тоже ценят, понимают и поддерживают. А вы на этом фоне буквально воспрянете и будете способны свернуть горы. Весьма вероятно приятная, но волнительная поездка. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Поддержка действительно семьи с детьми. Начался сбор вопросов на прямую линию с Путиным. Прямая линия начнется в полдень 19 декабря. В этом году вновь будет совместный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции. Задать вопрос по традиции можно посредством колл-центра, СМС на сайте программы «Итоги года с Владимиром Путиным», а также через социальные сети. При сборе вопросов впервые будет задействован искусственный интеллект. Традиционно на прямую линию приходят миллионы вопросов. Сейчас же сколько бы вопросов не поступило, они все будут обработаны с помощью искусственного интеллекта на момент выхода президента к людям. Это даст понимание проблемы в каждом регионе и городе. Правительство расширило перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. Теперь в перечень входит 64 государства. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более 4 дней, детям до 6 лет визу оформляют бесплатно. Правительство России установило квоту на мигрантов из визовых стран в 2025 году. Квота на квалифицированных иностранцев-работников, прибывающих в Россию по визе, в следующем году составит около 235 тысяч разрешений. 93,8% от общей квоты – это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов. Квота предоставляется компаниям на наем квалифицированных работников из визовых стран под подтвержденную работодателями потребность. Стелла Мирный претендует на звание «Лучший в стране». Въездной знак участвует во всероссийском конкурсе. На первом этапе организаторы получили 5 сотен заявок из 76 субъектов Российской Федерации. А в полуфинале для регионов Дальнего Востока оказались 7 проектов. Стеллу Мирный на въезде в город установили 20 лет назад. Этот объект, символизирующий возвращение долга ветеранам, которые нашли алмазы, проложили дороги, построили города и поселки. Горожане в силах помочь
помочь визитной карточке Мирного попасть в финал. Голосование проходит во ВКонтакте в группе «Города меняются для нас». Женщинам, обратившимся в медучреждение для прерывания беременности без медицинских показаний, будут показывать при проведении УЗИ будущего ребенка и его сердцебиение. Такие изменения, в числе прочих, подготовил Минздрав в проекте приказа об учреждении порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекология. Кроме того, женщине, желающей сделать аборт, врач предложит пройти мотивационное анкетирование, а также отправить на консультацию в социальные службы, чтобы она смогла узнать о федеральных и региональных мерах поддержки семей с детьми. Кадетская школа собрала ветеранов боевых действий и юных патриотов на Республиканский патриотический форум, с чего начинается Родина, посвященный Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества. Участниками мероприятия стали общественные организации, учебные заведения, а также бывшие и нынешние сотрудники силовых структур. В течение дня поднимались выборы, связанные с выработкой эффективных подходов взаимодействия в области патриотического воспитания и современных условиях. Участники обменялись лучшими практиками и объединили усилия для укрепления позиций патриотического воспитания молодежи. У нас пройдет форсайт-сессия, где мы рассмотрим вопросы именно патриотического воспитания среди молодежи, чтобы каждый ребенок и те, которые занимаются, будем говорить, наставники, да, могли очень хорошо донести вообще вот все, что связано с Великой Отечественной войной и так далее. Сегодня же разработана концепция проведения 80-летия Победы. Мы бы хотели сегодня выработать такую акцию, которая могла бы, быть индивидуальной, автономной нашей, да, значит, республиканской, которая бы объединила все наши районы. «Золотая маска» больше не будет вручать отдельные премии актерам и режиссерам. Премия «Золотая маска» обновила положение о конкурсе. Теперь высшую театральную награду будет получать спектакль как результат коллективного труда, а не отдельные режиссеры или артисты. В конкурсе спектаклей драматического театра устанавливается 2 номинации. В конкурсе спектаклей театров оперы теперь 1 номинация. Тоже касается конкурса среди спектаклей в жанре оперетта, мюзикл и кукольных постановок. Нововведения начнут действовать уже со следующего года. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире. В последние годы все большую популярность приобретают именно искусственные елочки. В отличие от живых, они простоят все новогодние каникулы, будут вас радовать много лет подряд и, что крайне важно, не требуют вырубки леса. Если вы так же, как и тысячи других покупателей, отдали предпочтение экономии и сохранению природы, то знайте, ассортимент моделей, представленный на российском рынке, весьма разнообразен. Цены на искусственные елки в Якутске варьируются от 1000 до почти 100 тысяч рублей. Как советуют специалисты, выбирая красавицу, лучше ориентироваться на те, у которых литые иголки. Тут широкий выбор представляют российские производители. Наибольшей популярностью пользуются ели высотой от 180 до 210 сантиметров. Стоимость растет примерно на 300-500 рублей за каждые 10 сантиметров. Елочка от российского производителя ростом 180 сантиметров будет стоить от 12 тысяч. Самые дешевые елки – это елки из ПВХ. Иголки для них формируют так. Тонкие листы ПВХ нарезают на полоски, а затем по краям делают бахрому, имитируя иголки. Потом все это наматывают на ветки. Иголки получаются короткие, и дерево выглядит не таким пушистым, как хотелось бы. А еще ПВХ хорошо горит и может воспламениться от искры бенгальского огня или закоротившей гирлянды. Цена елки из ПВХ высотой 1 метр составляет около 1500 рублей. Средние по стоимости елки из лески. Для имитации иголок леску нарезают на полоски и обматывают вокруг веток. С такой технологией елка выглядит более пушистой, чем первый вариант. Леска тоже относится к горючим материалам, как и ПВХ, поэтому лучше не оставлять елку с включенной гирляндой без присмотра, а бенгальские огни жечь подальше от нее. В среднем елка из лески высотой 1 метр стоит 2000 рублей. Ну а дорогие и самые безопасные елки из полиэтилена. Ветки и иголки для таких деревьев формируют при помощи литья под давлением. Хвоя получается плотной и похожей на натуральную.
Если на такую елку попадет искра, она загорится не сразу. Сначала начнет плавиться, будет время заметить опасность и убрать источник огня подальше от дерева. В среднем елка из полиэтилена высотой 1 метр стоит от 6000 рублей. Перед покупкой обратите внимание на качество хвои. Хвоя не должна осыпаться и неприятно пахнуть пластиком. Это признак некачественной елки. Если вы хотите поставить дома 2-метровую литую елку и украсить большим количеством игрушек, то выбирайте для нее металлическую подставку. Она прочнее пластиковой и выдержит все украшения. Ну, вообще, буквально недавно я видел такое где-то в соцсетях видео, где самая елка для ленивых. Просто берут, вешают штору, а на ней уже украшена елочка. Нет, мне больше нравится более оригинальный вариант, знаешь, когда украшают там красивую стремянку, там делают из палочек на стенке, ну, что-нибудь такое, из фотографий, ну, креатив, в общем. Ну, а мы продолжаем. Новогодние праздники – настоящее испытание для детских зубов. Сладкие подарки сыпятся отовсюду. Детские сады, школы, кружки и секции. Как пережить это время с минимальным риском для зубов? Об этом расскажет генеральный директор стоматологической клиники Сивоми Любовь Монастырева. Доброе утро. Доброе. Любовь, ну, это очень интересная тема, потому что вот буквально сегодня забрали тоже для детей подарки и озаботились этой проблемой. Ну, вообще, вот расскажите, врачи считают все ли конфеты вредными или, может быть, что-то изменилось? Ну, я бы сказала, что ничего не изменилось. Почему? Потому что конфеты были вредными и есть вредные. Ну, как сказать, конфеты вредные – это вот сосательные, типа чупа-чупса, барбариса, да, чем больше сосешь эту конфетку, тем хуже. Если хотите дать ребенку конфетку, то в моем случае, ну, как я вижу, это лучше шоколадку. То есть съел шоколадку, быстренько рот сполоскнул и все на этом. Угу. То есть она меньше находится в этой среде, да? Да. В плохой. Да. А вообще, в чем вред конфеты? Ну, казалось бы, ну, чупа-чупс пососал, вроде, ну да, сладкое, но потом тоже можно сполоснуть. А что наносит конкретно сам сахар, самые составляющие? Вот что в конфете самое вредное? Так, глюкоза, сахар, как раз-таки тот самый сахар, самый вредный. Потому что, когда вот конфеты, тот же самый чупа-чупс, они же, ребятишки как делают? Сначала его обсасывают, потом прокусывают. И вот это вот, когда прокусывает, она между зубами, между фиссурами остается, и начинается там уже свой процесс, бактерии начинают разлагаться. Ну, то есть, по сути, вот как раз то, что детки не чистят, потом сразу бегут. Да, большинство ребятишек, они, получается, как первые зубки появились, мы же начинаем чистить, и, насколько я знаю, до 3 лет они чистят зубки плохо. Вот. Чисто только из-за этого. После 3 лет уже более или менее лучше, там уже можно без контроля. А как защитить тогда зубы? Контроль. Дозированно давать ребятишкам. Лучше давать дозированно. Ну, то есть лучше вот договориться, что мы сейчас съедим с тобой конфетку, потом еще конфетку, все это время почистим зубки несколько раз на всякий случай, или хотя бы прополоскаем. Да, лучше прополоскать. Зубы-то чистить надо утром и вечером, а в течение дня лучше не стоит так часто чистить зубы. Это тоже вредно? Ну, да. Первое правило – это не показывать ребенку, откуда ты достаешь конфеты. Мне кажется, так. Мне кажется, что ребятишки, они уже и без этого правила найдут все равно, где лежат эти конфеты. Ну, может быть, тогда заменить чем-то конфеты? Да, можно. Можно заменить конфеты фруктами. Там тоже есть глюкоза, там тоже сладкая. Чем-то обмануть. Если ребенок что-то сладкое захотел. Ну, опять-таки говорю про фрукты. А так, если дарить, если подарками заниматься, то, мне кажется, лучше уже по интересам ребенка. Потому что сладости, да, конечно, это хорошо, это приятно, но все-таки мандаринки там подарить, вручить. Ребятишки это любят. А со скольки лет вообще стоит давать сладкое? Ну, чтобы как-то это было с минимальным. Потому что вот в школу приходишь, уже не обойдешься. Там и продают шоколадки, и детки приносят свои. Уже завернуть кусочек яблока в обертку от конфеты не получится. Ну, смотрите, я своим ребятишкам, у меня 2 пацана, 2 мальчика, они сладость узнали, старший узнал в 4 года, младший в 3. До этого времени они вообще не знали. Мы давали кефир без сахара до 3 лет.
То есть, мне кажется, лучше, чем дольше ребенок не знает сладкого, тем она лучше. Начиная с 3-4 уже можно потихоньку давать. Что делать, если вот заметили, что у ребенка зубы портятся? То есть сразу бежать к стоматологу? Да, обязательно бежать к стоматологу. Через каждые полгода приходить на осмотр. Если даже ничего не беспокоит, то все равно приходить на осмотр, показывать, то есть чтобы был постоянный контроль. Молочные зубы это не просто, это испортился, выпал и все, и проблем нет. Нет, это не так, это зачатки могут испортить. То есть, действительно, вот есть такое мнение, что молочные зубы же все равно где-то в районе 6-7 лет начинают выпадать, и они потом обновятся уже на нормальные зубы, но все равно есть опасность, да? Конечно, конечно, для уже постоянных зубов есть такая опасность о том, что дальше уже будут портиться. А вот что по поводу детских зубных паст, например, насколько они обоснованы вообще? Ну, то есть детская зубная паста для ребенка, то есть если он будет чистить зубной пастой, которой пользуются взрослые, то есть это не очень хорошо тоже для зубов. Нет, я бы сказала, и там можно пользоваться, но смотрите, ребятишки-то во время чистки зубов, особенно до 3 лет, до 3-4 лет, есть такое свойство глотать. Вот. Взрослую пасту лучше не, то есть она более агрессивная? Да, а вот детскую ее уже можно будет глотать. Тем более в аннотациях там прописано то, что при глотании ничего опасного там нет. Любовь, спасибо вам большое. Я думаю, что очень полезная информация, особенно нашим родителям, которые... Особенно в преддверии праздника. Да, заменяйте, в общем, конфеты, если есть возможность, на фрукты. Да, и по интересам. Да. Ну а мы с вами, дорогие друзья, прощаемся до завтра. Завтра увидимся с вами. До новых встреч, хорошего настроения, и будьте внимательны к своему здоровью.